Врачи и РКБ днем и ночью дежурят на страже здоровья пациентов, которые то и дело поступают в инфекционное отделение. На сегодняшний день здесь находится 208 зараженных COVID-19. 23 человека лежат в реанимации в тяжелом состоянии. Из них 5 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Это всего лишь грипп. И так переболею, бояться нечего. Подобные высказывания некоторых скептиков только усложняют работу медперсонала. Ежедневно поступают пациенты. И, как правило, поступают тяжелые, потому что в начале заболевания люди пытаются лечиться дома, тяжелеют, а потом привозят к нам. Вначале у нас были сложности с сотрудниками, которые работали в грязной зоне. Теперь этих проблем нет. Мы работаем уже спокойно, в штатном режиме. Неутешительные цифры приводит и главврач Кантышевской участковой больницы Рамзан Угурчиев. 15 мая на базе медучреждения было развернуто инфекционное отделение на 57 коек, большинство из которых заняты больными коронавирусом. Все необходимые специалисты задействованы в борьбе с инфекцией. Средства индивидуальной защиты в наличии и запаса минимум на 1,5 месяца. На сегодняшний день в отделении у нас 50 больных. Есть средне-тяжелые, тяжелые есть, и в легкой форме лежат. В целом мы справляемся. Наши пациенты очень довольны. И продукты питания, и всему, и лечащему персоналу. Они очень благодарны. Среди бригад заболевших пока нет. Я этот вопрос жестко контролирую в плане защиты, обработки. Поэтому у нас в этом плане все хорошо. В целом ситуация относительно стабильная, если говорить о вновь выявленных заболевших COVID-19, считает региональный Минздрав. Ежедневный прирост больных колеблется в районе 30-40 человек. Пик болезни вроде как уже наступил, но в преддверии праздника Мархаш есть угроза, что болезнь может вернуться. Есть опасения, что во время празднования нашего главного священного мусульманского праздника Ид-аль-Фитр мы можем позволить себе нарушить все установки санитарно-гигиенические. Любое большое собрание людей будет только способствовать новой вспышке. Мы можем получить новую волну, и вместо того спада, который мы сейчас ожидаем, все делается для того, чтобы болезнь закончилась, мы получим новую волну. Получим новую вспышку. И она может оказаться более опасной, чем та, которая даже прошла. Жаркая погода, по мнению многих, не спасет от распространения инфекции, уверяют специалисты. Лучше всего не подвергать свою и чужие жизни опасности, остаться дома и отметить праздник в кругу семей. Михаил Тангиев, Тамерлан Лужахов, Новости 24.